Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что происходит у вас за спиной? Что втайне от вас делается? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, отсыпка вышла. Давайте будем разбираться. Здесь ревность показывают. Кто-то вас очень сильно ревнует, либо к вам кто-то очень сильно ревнует. И так можно прочитать. Какой-то человек у вас за спиной сходит с ума от ревности. Ничего с собой поделать не может, страдает. Этот человек страдает либо из-за вас, либо по вам. Как-то так не идет. Человек вплоть до того, что даже болеть может. Болеть, сторониться контакта, в общении с другими людьми, уходить в себя. И, возможно, у этого человека даже как-то дела не очень пойдут, либо уже не очень идут. И еще, мне не очень нравится знак магии в голове у этого человека. То есть, возможно, магическим путем этот человек попытается вас к себе привязать, присушить, ну, либо магическим путем кого-то от вас отвадить. Ну, либо вас от кого-то отвадить. Вот. Будьте, пожалуйста, бдительны, запаситесь оберегами, чудодейственными молитвами защитными. И если что-то начинает идти не по плану, вразрез, да, с вашими планами, то самое время провести чистку, либо самочистку. Да, у человека в голове прям огромная куриная лапа. А это верный знак о том, что человек в отчаянии и готовится, либо уже прибегает к магии. Да, не удивляйтесь, мои хорошие. Не только женщины и мужчин могут присушивать, но и часто и мужчины заказывают присушку на женщин. Это я вам говорю как мастер с 30-летним опытом. Вот. Запросто. Приворот. Да, мысли о привороте, либо остуда. Еще, мои хорошие, не нравится мне контингент у вас на работе. Такое впечатление, что хотят вас выжить, ну и на ваше место кого-то своего, например, взять, привести. Да? То есть вас, значит, за борт и кого-то своего в лодку. Здесь даже могут подбивать, например, начальника, там, вас сократить, уволить. Вас могут оклеветать перед начальником, лишь бы вот как от вас избавиться. Хотят кого-то более, наверное, удобного, ну, либо, опять же, своего привести. Какая-то женщина под вас копает. Женщина явно неадекватная. И если компания вас потеряет, то они прям без рук останутся, да, вот сами себя лишат. Но опять же, это будет понятно только лишь со временем. А здесь вижу именно попытки, и вас могут подговаривать, знаете, к вам могут подходить и говорить: вот ты такая талантливая, что ты тут делаешь, зачем ты тут, ну, грубо говоря, штаны просиживаешь, да? Тебе нужно расти, иди в другую компанию, там, здесь тебя не ценят, мало платят, вот в таком ключе. Вот. А вы, пожалуйста, таких собеседников не слушайте и сторонитесь. Здесь попытка именно на ваше место кого-то другого привести. Какая-то лицемерная женщина пытается от вас избавиться и своего человека посадить. И еще тоже с работой связано. Если вы работаете сами на себя, то вы должны знать, ну, либо хотя бы интересоваться, да,
сколько стоят услуги у ваших конкурентов и вообще сколько сейчас стоят ваши услуги на рынке услуг, да? Либо ваш товар, если вы что-то производите, продаете. Очень похоже, что вы слишком занизили цену. И, во-первых, это неправильно, а во-вторых, это слишком ярко на фоне других людей. И у потенциального клиента либо заказчика возникает вопрос, типа, а почему у нее так дешево? Если дешево, значит некачественно. Если дешево, значит человеку никто не идет. Да, любыми способами, путями пытается к себе клиентов привлечь. Вот. Пришло время, наверное, цену повысить. Просто поинтересуйтесь, сколько у ваших конкурентов стоит, либо, в принципе, какая там средняя цена на рынке. Вот. Как-то вы немножечко удешевили свои услуги, либо свои товары. И это является достаточно серьезной проблемой, которая отваживает от вас потенциальных заказчиков, клиентов. Но вот правда, у людей такое мышление, типа, если дорого, значит классно. Если дешево, значит, ерунда какая-то. Хотите верьте, хотите нет, но именно так оно и работает. Здесь показывают, что вы слишком какие-то лояльные цены выставили. И, опять же, люди начинают задумываться. Себя надо ценить, свой труд надо ценить. Тем более я вижу, что вам есть что предложить, если вы гораздо лучше, чем ваши, например, конкуренты. И еще, мои хорошие, в семье от вас что-то прячут, что-то скрывают. Какую-то правду, либо какое-то событие, что уже, например, случилось, произошло. В семье родственники. По какой причине? У одних из вас отыграется, что родственники просто банально не хотят, чтобы вы волновались. Например, знают, что вы человек мнительный, что вы будете очень сильно переживать, что это может вас подкосить. И вот они решили от вас это скрыть, да, какую-то проблему. Думают, сами разберемся, решим. Не надо ей об этом знать, чтобы сердечко у нее там не болело, чтобы она себя хорошо чувствовала. Но у других отыграется совершенно обратная схема. Может быть, вы своих родственников предупреждали, не раз предупреждали, может быть, просили чего-то не делать, а они взяли и сделали. Теперь попали в проблемы, и зная ваш сварливый нрав, что вы действительно будете ругаться, как вы же говорили, не делая, а они наперекор пошли, взяли и сделали. Вот, чтобы вы там сильно не лютовали, не ругались, просто скрывают свои оплошности, свои промахи. Вы, возможно, что-то подозреваете, да, но только понять не можете, что конкретно произошло. Я так вам скажу, если поставите себе целью, то вы правды добьетесь. Ну а если пустите на самотек, все равно ваши родственники вам расскажут о том, что они от вас скрывали. Пусть не сейчас, но со временем вы все равно все узнаете. Дальше, мои хорошие, мужчина рядом скрывает свои истинные доходы. То есть вы не все знаете о его доходах. Что-то он от вас прячет, перепрятывает, припрятывает, в таком ключе. Может быть, у него какая-то заначка есть, а может быть, он на что-то копит. Он не говорит вам правду, сколько на самом деле зарабатывает. Может, у него там какие-то дополнительные заработки есть, и опять же он их скрывает. А может быть, и свою зарплату он не полностью вам говорит. Либо как-то сокращает ее. Говорит, я там получаю столько-то. На самом деле там побольше он получает. То есть у него есть свои деньги, свободные деньги, которые он не дает вам. И о которых он вам не говорит, и где-то у себя там прячет на карточке, либо где-то у него там схрон, куда он все это складирует. Неприятно, конечно, но я не вижу у него какого-то злого умысла. То есть это не желание прям все спрятать, скрыть, а скорее как желание иметь эту заначку, либо на что-то действительно он хочет скопить. Может, на подарок вам хочет скопить. Кто же его знает? Это общая отсыпка. Что-то хорошее на Новый год хочет подарить. Оно дорого стоит. Он такой, буду собирать. Но, может быть, мужчина действительно себе там немножечко денег откладывает. Вы все разные, у каждого будет по-своему. Дальше. С вами кто-то нечестен в интернете. У человека как будто бы два лица. Одно лицо он вам показывает, а другое лицо у него, по жизни оно такое. То есть вплоть до того, что человек прям врет по-черному. Начиная там от имени, заканчивая там фотографиями, аватаркой.
ну и как бы историями своей жизни. Да? Может быть, не о себе, а о ком-то другом рассказывает. Ну, имя явно вымышленное, и фотография, что-то с ней не то. Либо очень обработанная, либо другого человека. Почему это происходит? Ну, судя по тем фрагментам, которые здесь показаны, человек в себе крайне не уверен, либо считает себя максимально отталкивающим, непривлекательным, но вы ему очень понравились. И поэтому человек пошел на такие ухищрения для того, чтобы завоевать ваше внимание. И вот вижу, что у этого человека тоже какая-то тупиковая ситуация, вроде как заврался очень сильно, а у вас, ну, прям уже так все развивается, возможно, о встрече договариваетесь, как он приедет, как он вам себя презентует. То есть общались с одним человеком, приезжает совершенно другой, типа, извини, я под поезд попал, да, меня немножко порихтовали. Неудачная пластика, да, изменили до неузнаваемости. Девчонки, если этот мужчина очень плотно с вами общается, потом в один момент пропадет, проблема именно в нем. Не в вас, а в нем. То есть он погнался за вами, за мечтой, для этого ступил на неправильный путь, путь обмана и лжи, и когда будет близок к тому, чтобы его обнаружить, он просто исчезнет. Ну, да, чтобы не палиться, чтобы не упасть в грязь лицом, да, чтобы все это не вылезло на поверхность, вся его ложь, он просто может исчезнуть, заблокировать там свою страничку, вас заблокировать и просто пропасть. Не так идет. Заврался, очень сильно заврался. Ну, потому что вы ему очень понравились и очень хотелось с вами общаться. В себя этот человек не верит, крайне в себе не уверенный. Поэтому для вас он носит маску другого человека, другим человеком представляется. Так, к сожалению, в интернете иногда бывает, поэтому очень сложно в интернете с кем-то знакомиться и очень сложно действительно серьезные отношения выстраивать. И еще какой-то человек далеко от вас находится, прям очень далеко, и я вижу, что вы общаетесь. И этот человек всегда вам что-то позитивное рассказывает. Ну, типа, у меня все хорошо, у меня все классно, здесь там вкусно кормят, прекрасная погода, я довольный, счастливый, там, не живу, а отдыхаю. А на самом деле все ровно наоборот. У человека все очень плохо, очень страшно, очень неприятно, возможно, даже голодает, болеет, и вас просто не хочет расстраивать. Человек вот как будто бы дни считает, да? Сколько мне еще здесь осталось пробыть для того, чтобы вернуться. Я думаю, что вам этот человек иногда снится и не в самой лучшей форме. И вы все время думаете, почему он мне так снится. Ну, потому что ваша эмпатия вам показывает действительную картинку того, что с ним происходит. Ну, либо с ней происходит. Но вы прям очень далеко друг от друга находитесь. Дальше. Какая-то нечестная дружба. То есть с вашей стороны дружба абсолютно честная, и вы для своей подруги, либо для своего друга ничего не пожалеете. Даже на какие-то жертвы можете пойти, лишь бы другу, подруге помочь. А вот тот, кто с противоположной стороны с вами дружит, это человек себе на уме. И человек такой, знаете, жадный на все, грубо говоря. Не только на действия, но и даже на поддержку. То есть в случае чего на этого человека не стоит рассчитывать. Человек, знаете, без всякого зазрения совести может сказать, что, ну, типа, извини, у меня своя жизнь, я не могу тебе ничем помочь, либо мне некогда тебе помогать, мне некогда с тобой поговорить в таком ключе. Вам уже были звоночки, уже были какие-то инциденты, но вы почему-то на это не обратили внимания. Ну, либо как по доброте душевной простили. На самом деле это очень важные звоночки, которые показывают истинное лицо вашего друга либо вашей подруги. Человек эгоист, думает только лишь о себе. И дружбу вашу он принимает в ответ, взамен ничего не дает. Вот какая-то неправильная дружба, и чтобы вы там сильно не разочаровались, пожалуйста, имейте это в виду. Как обман в дружбе получается, да? Неправильная дружба. И еще, мои хорошие, у кого-то из вас отыграется, что у ребенка есть мечта, у вашего ребенка желание и мечта. Вы, возможно, ребенку это запретили. Ну, допустим, вы могли запретить
каким-то делом заниматься, либо каким-то спортом заниматься. И ребенок втайне от вас продолжает это делать. Ребенку не хочется вас обманывать, но вы ведь тоже не даете никакой альтернативы, кроме как обман. То есть у вас какой-то прям очень строгий запрет. Есть смысл с ребенком поговорить, есть смысл с ребенком договориться. Вижу, что вы идете неправильным путем, неправильной дорогой вместе со своим ребенком. Не должна быть ложь между мамой и ребенком, ну, либо папой и ребенком, да, между детьми и родителями. То есть все решаемо, все проговариваемо, и можно пойти друг другу навстречу. Я не вижу, что ваш ребенок прямо что-то очень плохое делает. Может быть, в какой-то степени опасное, либо вам кажется опасное. Но лучше об этом знать, да, и иметь возможность в нужный момент там прийти на помощь, чем все это будет происходить в тени, скрытно. Ну, это неправильно. Мне вот почему-то идет какой-то спорт, либо какое-то хобби, увлечение, которое вы не одобряете. Но вот ребенок этим занимается, потому что нравится, потому что прям любит это, тянет очень сильно. У кого-то отыграется, что ребенок перерастет и забудет. А у кого-то отыграется, что ребенок в этом большого успеха добьется. Так что подумайте накануне, и лучше все-таки убрать вот эту тень обмана из ваших отношений. Дальше, мои хорошие. Здесь какой-то человек что-то ваше взял и при этом помогал вам это искать. Ну да, украл, либо украла. Чтобы себя не выдать, да, человек максимально помогал вам искать. И еще и высказывался в подозрениях. Да, там, того давай подозревать, этот мне странным кажется. Вот тот, кто больше всего помогал, тот, кто больше всего там идей, подозрений подкинул, именно этот человек и взял. Так мне идет. Если вы этому человеку скажете, а я все знаю, без лишних объяснений, то вижу, что человек вам признается и вещь назад вернет, ну, либо подкинет. Может быть, и не до конца признается, но подкинет потом, ну, типа, чтобы от себя все отвести. У человека тут либо бес попутал, либо человек немножко болен, да, там, например, клептомания какая-то у человека в тайной форме, а может быть и в явной. Тот, кто помогал больше всего искать, именно этот человек и взял. Дальше. Люди о вас говорят. Причем смотрите, в каком порядке. 2 человека говорят плохое, а 3 с ними спорит. И говорит о вас хорошее. Эти разговоры у вас именно за спиной происходят. При вас эти люди вообще делают вид, что они ни о чем там не говорили, либо говорили на какие-то отвлеченные темы. И если в вашем окружении между 2 и 1 произошел конфликт, знаете, что это из-за вас. Вот тот, кто 1, он вас защищает, а те, кто 2, они наоборот на вас нападают. Так мне идет. И еще, мои хорошие, какая-то замануха вокруг вас. Здесь вам что-то обещают, прям сверхъестественное. Ты только заплати, и мы все сделаем. Да? Ты только заплати, и будет чудо. Какие-то, да, чудеса, сверхъестественные вещи вам обещают. Это замануха заманушная. Там правды нет. Там людям только ваши деньги нужны. Как только вы заплатите, все. Эти люди, там, не знаю, исчезнут, испарятся, перестанут быть такими добренькими, обходительными и покажут свое истинное лицо. Вы то ли документы подписываете, то есть оформляете, может быть, да, договор, правильный договор, либо расписку, но просто так деньги не давайте. Чуда точно не будет. Вас обманывают. Вам продают, ну, не знаю, даже не кота в мешке, а просто воздух в мешке. Вы откроете этот мешок, и все, и там ничего нет. А деньги уже уплачены. И назад их будет крайне сложно вернуть. Так что прежде чем покупать чудо, 100 раз подумайте. Это обман. Это приманка, это замануха, это обман. Так, какой-то крокодил страшный. Но крокодил либо это какой-то конкретный человек, типа опасный, страшный, либо какая-то ситуация. Вас кто-то пугает этим крокодилом, либо какие-то ужасы про этого крокодила рассказывают.
А вы верите, ну, потому что вы привыкли верить, ну, потому что вы не врете, вам и в голову не придет, что вас кто-то вводит в заблуждение. Кто-то пытается вами управлять и манипулировать через страх. Страх, да, в вас сначала вселяют страх перед кем-то либо перед чем-то, а потом вами можно очень легко руководить и манипулировать. Вы должны об этом знать, и также вы должны знать, что никакие крокодилы вам не грозят, не угрожают ни от человека, ни от каких-то событий, ни от каких-то проблем, ничего плохого вас не ждет. Вот, знайте об этом. И не поддавайтесь на провокации, не позволяйте, чтобы вами манипулировали. Это тоже очень важно. Мужчина на лошадке, но у лошадки почему-то 3 ноги. Ну, понятно, что на этой лошадке далеко не уедешь. Да? Лошадке как минимум нужно 4 ноги, чтобы скакать, причем во весь опор. А 3 – это, наверное, даже и не совсем лошадка. Либо лошадка, но не настоящая. Вам какой-то человек постоянно рассказывает о своей занятости, о своей работе, либо что вот-вот я там выйду на работу, либо у меня много работы. На самом деле человек вас обманывает. Я никакой работы у этого человека не вижу, причем ни в прошлом, ни в ближайшем будущем. Человек либо лентяй, либо пустобол. Ну вот как-то так не идет. Лошадка не настоящая, либо лошадка скакать не может. Это все как сказки-россказни. Вот. Не поленитесь, возьмите и проверьте, что там за работа такая диковинная. И очень сильно удивитесь, потому что никакой работы по факту нет. Вот. Это просто сказки. Еще. Здесь какая-то женщина, вопреки вашей воле, пытается вам помочь. Ну, с правой стороны, значит, родная, близкая, любящая женщина пытается вам помочь. Женщина готова на что угодно пойти, лишь бы вам было хорошо, лишь бы ваша жизнь наладилась. Ну, допустим, если вы не в паре, не в браке, то ваша мама, либо сестра, либо бабушка пытается найти вам жениха, хорошего будущего мужа. Либо если вы в паре, в браке, у вас проблемы, то та же самая мама, бабушка, либо сестра пытается эту проблему решить, опять же, за вашей спиной. Женщина по доброте душевной действительно может совершить какие-то непоправимые, недопустимые ошибки. Ну, потому что очень любит. И денег может кому-то отдать, и в магию удариться за магической помощью для вас. То есть натворить каких-то дел. Если вы понимаете, о ком я говорю, пожалуйста, поговорите со своей близкой, любимой женщиной и объясните, что помощь вам не нужна. И что не стоит вам за спиной помогать. Ну, это неправильно, это в корне неправильно. Если хочешь мне помочь, ну, давай сядем и обсудим, да, что ты можешь для меня сделать. Но платить кому-то деньги, обращаться к магии, может быть, даже к каким-то там чудо-людям, да, не стоит. Вот. И вообще вмешиваться в вашу жизнь тоже не стоит. Вот. Вы и сами всего можете сделать, всего добиться. Может быть, время вам просто не пришло. Может быть, вы ни физически, ни морально не готовы там, к новым отношениям, допустим. Вы с ней поговорите. Я вижу, что она вас любит и добра желает. Но те методы, на которые она готова пойти, они могут обернуться не просто проблемой, но и даже бедой. Вот. Оно того не стоит. И еще, если у вас хорошие отношения со свекровью, а вот с мужем не очень, то вы тоже с ней поговорите и попросите, чтобы она все-таки не вмешивалась. Потому что вижу, что может она вас связать просто навечно, привязать друг к другу. И оба будете всю жизнь несчастны. То есть она, грубо говоря, хочет, чтобы вы воссоединились и у вас все было хорошо. Но на самом деле это будет вред. Да? Вы потом просто от друг друга никогда не сможете избавиться. И в ненависти проживете до конца своих дней. То есть ужасные вещи я тут вижу. Я, конечно, это закрою, но вы тоже не стесняйтесь и все эти вещи проговаривайте. Вот. Чтобы не было потом непоправимых моментов. Так, мои хорошие. Еще один важный момент, и будем закругляться. Вижу перед вами большую закрытую дверь. И вы вот так ходите вокруг этой двери и ждете, пока она откроется. Тут есть один секрет. Чтобы дверь открылась, нужно в нее стучать, долбить ногами, руками,
чем угодно, палкой, камнем, она сама по себе не откроется. Нельзя дождаться, пока дверь откроется. Нужно стучать, громко кричать «откройте», да, и тогда только дверь откроется. Не теряйте зазря время, и если вам эта дверь желанна, стучитесь, кричите, и тогда она откроется. Вот это точно с правой стороны показано. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.